Салих Сайдашев. Выдающийся татарский композитор, который заложил основы современной татарской музыкальной культуры. Свет мироздания, гармония Вселенной, нравственная чистота, ладони матери родной, первые рассветы. Все это в емком понятии татар — мон. Мон звучит в родных напевах, в душе каждого татарина, заставляет жить, опаляя душу, оставляя после себя бессмертную музыку, ставшую народной судьбой. Великое созвучие мон, гармония звука и душевной высоты, полнота чувств, терзание непокоренной души. Сыновья нашего народа веками дарили светлую надежду на будущее, поднимая народный дух. За день до рождения Салиха, матери будущего композитора Махуб Джамал, приснился сон. На покрытой инеем ветке заснеженного дерева пел соловей. Из воспоминаний матери. Он поет. А я слушаю, зачарованная. Ах, лишь бы не улетел, думаю. Хочу тихонько отойти от окна. Только собралась это сделать, как резко толкнулся в моем животе ребенок. И я проснулась. И вскоре родила своего маленького соловья с ямочкой на подбородке. Соловьиная песнь. Эта природа пела в его честь на все голоса. В народных напевах, в цветах и звуках родного края. За несколько недель до рождения Салиха семью постигло большое горе. Умер отец, Жамаледдин Бекчентай-улы. Мальчик был обречен расти полусиротой. Перед смертью отец поручил заботу о семье своему помощнику, Насреддину Хамитову. Тот трогательно заботился о Салихе, его матери Махуб Джамал и сестре Амине.
Насреддин надеялся, что подросший Салих продолжит успешное торговое дело. Но мальчик стремился к иному. В его душе рождается музыка. Салих рано обнаружил влечение к гармонии звуков. Первым наставником для него стала двоюродная сестра Марьям Апа. Она вспоминает: «Я привязывала пальчики Салиха к своим, сажала к себе на колени и медленно играла какую-нибудь песню. Его пальцы вместе с моими нажимали на клавиши, следовали ритму и темпу мелодии. После повторения много раз он сам начинал нажимать на клавиши и быстро научился играть народные песни. Что стало опорой музыкального влечения будущего композитора? Врожденная интеллигентность семьи с многовековыми устоями. Спокойная рассудительность его предков, их образованность. Постижение главных вещей в этой жизни. Духовное величие и служение своему народу. Татарский мир невозможно представить без музыки. Она для него больше, чем просто мир звуков. Это гармония народной души, его мон. Вера в его великое будущее. Согласно семейной традиции, маленького Салиха отдадут на обучение в медресе. Там он впитает основы веры, стойкость духа, доброту к людям, милосердие. Высший смысл и гармония бытия – все это пришло в характер Салиха за время учебы в медресе. В 1912 году родная сестра Салиха Амина выходит замуж за известного журналиста и издателя Шигапа Ахмерова. Друг Габдуллы Тукая, этот незаурядный человек, подарит Салиху мир творчества и татарской культуры. В доме Шигапа собирался цвет татарской интеллигенции. Ныне эти имена, высеченные в бронзе, составляют гордость нашей культуры. А тогда они стали для Салиха старшими друзьями, наставниками. Собираясь вместе, Галяскар Камал, Фатых Амирхан и, конечно же, Габдулла Тукай
Они обсуждали проблемы развития родной культуры и ее жанрового обогащения. Они единомышленники и понимают, что без культуры нация обречена. Поднять татарскую культуру на мировой уровень — в этом они видят свое предназначение. Все это впитывает в себя маленький Салих. Именно Шигаб становится для Салиха главным наставником, советчиком, примером. Он приглашает опытного педагога Загидулу Ярулина для обучения Салиха татарской музыке. Он понимает, какое будущее уготовано мальчику. Но мать Салиха и близкая родня противятся. И лишь долгие уговоры Шигапа заставляют ее отступить. Не случись этого, как оскудела бы народная душа. Играй, маленький Салих, твори. Спустя годы тебе будут рукоплескать концертные залы. Твои напевы станут любимой народом музыкой. Салих частенько играл для знаменитых гостей Ахмеровых. Окруженный личностями яркими и незаурядными, Салих быстро впитывает духовную красоту, развивается и взрослеет не по годам. Из воспоминаний Шигапа Ахмерова. Тукай часто бывал у меня дома. Салих с ним уже близко знаком, с уважением и радостью его встречает. Тукай тоже ему симпатизирует и любит слушать, как он играет. Заходил иногда без всякого дела, только для того, чтобы послушать игру Салиха. Уходя, на прощание, смеясь, говорил: «Хорошо же играет шельма, музыкантом будет». В тот вечер он подсел к нему и попросил сыграть свою любимую песню «Эль-Люки». Тукай задумчиво слушал игру Салиха, проникновенно и тихо стал вторить музыке. И вот его голос и музыка слились воедино. Он запел громче. Но это редкое, непредугаданное мгновение оборвалось трагически. Он не успел закончить. Из горла хлынула кровь. Это стало его последней песней и последним посещением дома Ахмеровых. То был 13-й год. Салиху тоже 13. Позже гармония стихов Тукая вольется в полноводье музыки Сайдашева. «Сайдаш — это Тукай в музыке», произнесет не одно поколение. Так уход из творчества одного гения предопределил приход другого. Осознав, какая сила заключена в тонкой и нежной душе мальчика,
Шигаб Ахмеров отдает Салиха в Казанское музыкальное училище. Отныне музыка заполняет всю его жизнь. Уже в 17-летнем возрасте Сайдашев начал выступать как музыкант. Он много и увлеченно работает с первой профессиональной татарской труппой «Саяр». Именно «Саяр» станет предтечем современного театра имени Галяскара Камала. Талантливый мальчик аккомпанирует артистам, делает оркестровые переложения татарских песен. Опытные музыканты с воодушевлением начинают играть созданные им произведения, безоговорочно признав незаурядный талант и тонкое чутье дирижера. Он поднимает проникновенные, но одноголосные народные напевы до вершин европейской классики. Записывает их нотными знаками, ведет национальную музыку по сложному, но истинному пути. Таким неповторимым стало рождение современной татарской музыки. Идет 18-й год. В стране бушует гражданская война. «Сынок, из петухов победит красный, и ты выбирай красных», — советует Салиху старый музыкант. В этом же году Сайдашев добровольно вступает в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. Но и там не теряет связи с музыкой. Вскоре он становится трубачом-капельмейстером оркестра первой татарской бригады. В эти годы, будучи в Ашхабаде, Салих тяжело заболевает тропической лихорадкой. Спустя годы она будет давать знать о себе, подтачивая и без того слабое здоровье Сайдашева. Его отправляют на лечение в Оренбург. Здесь он демобилизируется и в том же 1920 году получает назначение заведующего Восточной музыкальной школой. Одновременно Сайдашев руководит оркестровым классом. По признаниям самого Сайдашева, именно здесь он сумел развить в себе музыканта. Он создает оркестровые обработки татарских песен, шлифует мастерство дирижера, пробует себя на поприще композитора. Одна музыкальная мелодия сменяется другой. Мы смахиваем слезы, когда звучат проникновенные звуки песен Сайдашева: «Караурман», «Сандугаш», «Хуш Авулым». Гармония родного звучания, емкого, как мон, удивительного, как татарская душа. Такова сила воздействия родного языка, способного чувствовать и творить.
В 1922 году Салиха Сайдашева приглашают в Казань в качестве заведующего музыкальной частью и дирижера Татарского драматического театра, возглавляемого в те годы Каримом Тинчуриным. Сайдашев напишет музыку к его мелодраме «Голубая шаль». Спектакль отныне и навсегда станет визитной карточкой, жемчужиной Татарского драматического театра и всей культуры татарского народа. С этого момента начинается самый плодотворный период в творчестве Сайдашева. Он пишет музыку ко всем постановкам Карима Тинчурина и других авторов. Его музыка заряжена солнцем и жизненной энергией. Она близка и человечна. Музыка, сотворившая мир. Музыка, стоящая над временем. Тогда же в его распахнутое вдохновением сердце врывается ветер любви. Жившая по соседству Валентина Мухина давала племяннику Салиха, узбеку Ахмерову, уроки математики и русского языка. Салихның туганының малайы Үзбек Ахмаровка математика һәм урыс теленнән дәресләр бирә башлый. Любовь к музыке, родство душ и теплота отношений быстро сблизили Салиха и Валентину. Вспыхнувшее чувство оказалось глубоким и искренним. Валентина становится для Салиха подлинной музой. Когда она рядом с композитором, эмоциональное звучание МОН усиливается многократно. Они поженились в 1926 году, тайком от родни. Близкие не одобряют этот шаг. Но вскоре обаятельная и добрая Валентина находит ключ к сердцу каждого члена семьи. Валентина готовится стать матерью. Салих безмерно счастлив, он станет отцом. Но жизнь не щадит его. После родов от заражения крови умирает Валентина. Маленький Альфред, так же, как и он сам, обречен на полусиротство. Позднее Сайдашев перенесет много тяжелых утрат. Всегда мужественно, внешне спокойно, тая свое горе в глубине души. Но потеря любимой жены стала для него безутешным горем. Вскоре Сайдашев напишет свой знаменитый похоронный марш. В одночасье примостившись за гробом своего друга-артиста Нури Сакаева. Для него, но не только о нем. Скорбные звуки владели душой Салиха. В них боль утрат дорогих ему людей. Осознание утраченного света, пульсирующее в звуках сердца. После смерти Валентины
Салих ищет спасение в работе. Уйғып қалған композитор Живет на пределе человеческих сил. Ул ел Тот год переломный для Сайдашева. сыну сыналына. Мезгілге де тынып Самый счастливый и самый тяжелый. Рәк сызлауы, ахаңсазның Неугасающая печаль, боль сердца выплеснула накопленные творческие силы композитора. Бәхет бүләк итсә дә, үзенә аяусыз булып кала. Подарив Сайдашеву недолгое счастье, судьба осталась к нему беспощадна. У композитора будут еще спутницы жизни, но Валентина займет в его душе особое место, оставаясь недостижимым идеалом душевной красоты. Несмотря на трагедию, период по 1932 год наиболее интенсивный в творчестве Сайдашева. Один за другим появляются музыкальные произведения к драмам: «Галия Бану», «Башмачки», «Родина», «На Кандре», «Голубая шаль», «Наемщик», «Тахир Зухра». Сайдашев пришел к созданию нового жанра – музыкальной драмы. Им написана музыка более чем к 40 спектаклям. Музыка к спектаклю «Наемщик» – одна из вершин композиторского мастерства. Растет его художественная слава. Все выше поднимается волна народной любви и поклонения. В 1927 году Сайдашев становится первым музыкальным редактором татарского радиовещания. Берется за новое дело со свойственным ему энтузиазмом. Ищет новые голоса, прослушивает, учит певцов, сам же подбирает репертуар и сам же аккомпанирует, дирижирует. Регулярные музыкальные передачи разносят музыку Сайдашева по просторам большой страны. Он недолго проработал на радио, но эта работа духовно обогатила его. И в этом деле он оказался новатором, как и во всем, к чему прикасался. К 11-й годовщине Красной Армии Салих Сайдашев сочиняет свой знаменитый марш, принесший ему славу и всенародную известность. За создание этого шедевра композитор награждается именными золотыми часами от наркома обороны Климента Ворошилова. В суровые для страны годы под звуки этого марша от стен Казанского Кремля будут уходить на фронт добровольцы. Вручая награду, Ворошилов скажет композитору: «Недавно приезжала американская делегация. Они твой марш просили. Себе на гимн. Так хозяин сказал, что мы свои песни не продаем». В 1931-м у США все же появился национальный гимн. Во второй половине 30-х годов на страну обрушился молох страшных репрессий. В первую очередь это коснулось национальных элит. В одночасье волной репрессий были сметены выдающиеся драматурги, поэты и писатели, художники и музыканты. Эта кровоточащая рана еще долго не затянется в народной душе. В годы репрессий Карим Тинчурин будет казнен без суда и следствия, а его пьесы запрещены. Но мелодии Сайдашева из его постановок живут в народе. Их поют на деревенских посиделках и народных праздниках, в камерных залах и без преувеличения в каждом татарском доме. В 40 домах Казани каждый день композитора ждут 40 гостеприимных самоваров. Председатель Союза композиторов Тихон Хренников, рискуя, лично пошел к Сталину просить за композиторов: «Не трогайте их. Они ведь пишут не словами, а нотами». Возможно, это уберегло Сайдашева от мучений и гибели.
Да и в НКВД встречались люди, всей душой любившие музыку Сайдашева. Как могли, отводили от него удар. Но темнота потерь с каждым днем, с каждым годом все ощутимее. Она сжимается вокруг композитора. С 1934 по 1938 годы Салих Сайдашев учится в Татарской оперной студии при Московской консерватории. Основная причина – отсутствие диплома об образовании. Это служило поводом критических нападок и появления злобных статей. Но и в Москве он продолжает сочинять музыку. Признается, музыка потоком льется из меня. Его музыка зовет вверх, к новым духовным высотам, дарит свет и гармонию. Но тогда же его постигает и большое разочарование. МОН зовет его к новым духовным высотам, подобно Атланту, поддерживая небеса духовности, совершенство гармонии. Но тогда же его постигает и большое разочарование. Он вынужден втискивать ее в узкое чрево пролетарской культуры. Да и славить вождя всех времен и народов в своих произведениях Сайдашев не хочет. Он хочет быть честен перед самим собой, перед музыкой, перед татарской культурой. Против Сайдашева разворачивается настоящая травля. Его упрекают в том, что он не уделяет внимания показу в музыке революционных настроений и движения народных масс. И каждый навет, каждая злобная публикация в газете могут стать для композитора роковыми, сломать его судьбу, уничтожить. 1941 год. На страну обрушилась Великая Отечественная война, сея смерть и разрушение. Под звуки знаменитого марша Сайдашева советские воины будут вставать в атаку. Сколько жизней своих сынов, какие неимоверные усилия положил татарский народ на алтарь победы. Не задумываясь, отдавал все самое ценное. В 1945-м этот марш прозвучит ликующим гимном, заставляя сильнее стучать сердца. Под его звуки пройдут по Красной площади воины-освободители. Подарившие свободу Европе, они возвращались в несвободную страну. Композитора ждет новый удар. В 1948 году его увольняют из театра. Не представляющий свою жизнь без музыки, без работы, он испытывает острейшую горечь, потрясение, шок. Пронзительная холодная пустота сжимается вокруг композитора, высасывает душу, терзая и опустошая. Любого, казалось бы, способно сломить такое потрясение. Но только не Сайдашева. Он продолжает сочинять музыку, работая подчас сутки напролет. Наполняет ее ликующим и светлым чувством, стремлением к идеалу, своим воплощением святого понятия «МОН». Многие произведения Салиха Сайдашева не дошли до нас. Он создавал их подчас в единственном экземпляре и попросту дарил. Лишенный работы в театре, он начинает гастрольную деятельность. Пропагандирует татарскую симфоническую музыку во всех уголках Советского Союза. Ощущает себя музыкальным послом своего народа, татарским певцом свободы. من 1900
1950 год. Центральный комитет коммунистической партии завален письмами простых людей с одной единственной просьбой — присудить Салиху Сайдашеву звание народного артиста. Конечно, это не было в планах всесильных чиновников, но, опасаясь народного гнева, звание Сайдашеву все же присуждают. 11 января 1951 года Салих Сайдашев отмечает свой 50-летний юбилей. Вокруг него много случайных людей, нежели верных друзей, учеников и почитателей. Но ни народное признание, ни оценка его заслуг не вернули великому композитору место в театре. Сайдашев скитается без работы. Среди множества людей он одинок. Окутывающая почти физически ощутимая пустота, нестерпимая, нечеловеческая боль. Перед его невидимым взором проходят лица дорогих ему друзей, соратников. Карим Тинчурин, Габдулла Тукай, Фатых Амирхан, Галяскар Камал. Рвущие душу воспоминания, неслышимые миру голоса близких, но мертвых друзей. Злопыхательство коллег, их черная зависть. Им хочется сломать и унизить композитора. Мягкий, всегда спокойный и доброжелательный, Сайдашев крепок и непреклонен. Словно несокрушимая каменная скала. Но здоровье композитора ухудшается. Сказываются последствия тропической лихорадки. Бесконечная травля, трагедии многочисленных утрат. Жизненные силы покидают его. Сайдашев нуждается в срочной операции. В Москве в военном госпитале имени Бурденко врачи борются за его жизнь. Хирурглар операцияның уңышлы ясалуына ышаналар. Ләкин Хирурги уверены, что операция прошла успешно. Но трагическая случайность оборвала жизнь великого татарского композитора. Открылась послеоперационная рана. Композитор,
тихо скончался, оставив этот мир. Его сердце разорвалось от бесконечных потерь. Он ушел с сердцем полным желания создавать вершины национальной культуры. Его душа взмыла ввысь, к красоте, наполнявшей его творчество звуками мон, великого народного напева. Он прожил светлую и правдивую жизнь, создав неделимые потоки жизни и творчества. У истории абсолютный слух. Она услышала своего гениального избранника. Когда в Казани звучит музыка Сайдашева, над городом светлеют небеса. Yürek durma